Риски банкротства Коми Авиатранса устранены. Предприятие имеет четкий план финансово-экономической деятельности. Напомним, ранее судьба предприятия была в подвешенном состоянии в октябре прошлого года. В ответ на предложение главы Коми Владимира Уйба президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании, в том числе с учетом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях. Тогда же в октябре на сессии депутатами Госсовета был одобрен и утвержден пакет финансовой помощи для авиаперевозчика – 1 800 000 000 рублей. А в декабре того же года эта субсидия поступила на счет компании. Это позволило погасить Коми Авиатрансу просроченную задолженность и предотвратить банкротство предприятия. Деньги пошли на погашение обязательств перед поставщиками, а также на задолженности по заработной плате, налогам и другим выплатам. Работа по финансово-экономическому оздоровлению Коми Авиатранса – это хороший пример совместной работы главы республики, правительства и Государственного совета. Надо сказать, что Коми Авиатранс – это очень важное предприятие и с экономической, и с социальной точки зрения. Вы знаете, что у нас в республике очень много населенных пунктов не имеют прямого сообщения и выхода за пределы республики Коми. Поэтому единственный вид транспорта – это самолет или вертолет, который может обеспечить связь с большой землей. Таких населенных пунктов в Коми около 200. И только Коми Авиатранс совершает полеты внутри региона. Его предбанкротное состояние – серьезная проблема для республики. А потому депутаты Госсовета провели большую работу, чтобы понять состояние авиаперевозчика, рассмотреть планы финансово-экономического оздоровления и помочь встать предприятию на крыло. Итог есть. Итак, согласно плану финансового оздоровления, разработанного Министерством экономического развития и промышленности республики, Коми Авиатранс удалось достигнуть следующих показателей. Чистые активы приведены в нормативное состояние. Кредиторская задолженность уменьшена более чем на 3 миллиарда рублей. На 1 января этого года она составила всего 1 100 000 000.